Про Перу-богатыря. Наша страна Коми большая и вся лесами покрыта. Леса глухие, темные, стеной стоят, а зверя да птицы в лесах не сосчитать. С давних пор жили в тех местах люди, хлеба не сеяли, коров не заводили, лесованием жили. Кто на что охотился, один на медведя, другой на тетерева и рябчика, кто лося или белку промышлял, а кто уток. Болот тоже хватало. И была там, когда некогда за гайным селом Лупья деревня. Затерялась она среди болот и лесов. Зимой кое-как еще доедешь, летом по речке доберешься, а в другое время болото не пустят. Вот в этой деревне и жил парень. Пера его звали. Жил небогато, попросту сказать, бедно. Дом у него пустой, а ему и горя мало. Где стоит, там у него и дом. Разведет костер ночью, наломает пихтовых веток, уляжется, и ничего ему больше не надо. Целыми днями он бродил по лесу. В такую глушь заходил, куда нога человеческая не ступала. И ни одному зверю от него не убежать. Лыжи у Перы трехсаженные. Каждая лыжа из цельного ствола ели вырезана. Есть такое дерево, тучапу зовется. По-другому можжевельник. Так Пера его замочит в воде и дугу согнет. А тетиву из оленьих и лосиных сухожилий сделает. Без промаха бьет такой лук. Да сколько с охоты не принесет Пера, все раздаст. Ему-то самому самая малость нужна. Как-то раз задумал один мужик лупянский дом себе строить и соседей позвал помочь бревна возить. Поехали помочане в лес, и Пера с ними. Нарубили бревна, назад едут. Полные возы везут, а у Перы то ли лошаденка чахлая была, то ли бревна слишком тяжелые, только воз ни туда, ни сюда. Смеются мужики над Перой. Ну и лошадь у тебя, кошка и то сильнее, да ты хлестани ее разок. Рассердился Пера, от гнева потемнел в лице, а хлестать лошадь не стал. Пожалел. Подумал и давай распрягать лошаденку. Мужики смотрят, удивляются, а Пера ухватился за оглобли и одним махом вытащил воз на дорогу. Помочане только руками разводят. Смотри, какой богатырь! А Пера и вправду был богатырь. Насмешки над собой не прощал. А где люди в беде, там он первый помощник. Всему народу защитник. Вот говорят, что было. Облюбовал себе лешак Парму, лесной пригорок, что возле Лупи деревни. Дом себе поставил, а дом-то у него не как у людей, о 3 углах. Всем лесным зверям распоряжаться стал. Все лесные жители у него под началом ходили. Больше всего любил лешак покуражиться над людьми. Зовется он вихрем, завизжит, застучит, и уж такой север ветер поднимет, что не то что человека с ног свалит, а деревья с корнем вырывает. Охотника с дороги сбить для него первое удовольствие. Ходит, кружит охотник, нет нигде дороги. Словно украл кто, а это леший украл. Хорошо, если догадается человек шапку задом наперед надеть, или стельку из сапога вывернуть и на дорогу бросить. Тут уж лешак отступит от него. А то налетит лешак на встречного человека, подхватит и унесет себе дом. Пусть поработает на него, лешего. Кто артачиться станет, с тем разговор короткий. Посадит на высоченную ель, свяжет, да так и оставит. Сиди, остывай. Уж как его народу блажал. Со всей деревни бывало сбор сделают. Кто пирог с окунем даст, кто яйца, кто шаньги вынесет, кто еще что. И как солнце зайдет, отнесут все в лес. На осиновый пень положат и покричат 3 раза. Покушай, висел. Это лешака так звали, висел. Ешь на здоровье, только нас не трогай. А лешему что? Придет, съест и опять за свои забавы примется. Долго думали люди, как им от лешака избавиться. И надумали, надо идти к Пере-богатырю, просить у него помощи. Мрачнее, чем кама река в непогоду, стал Пера-богатырь. Надел теплый совик, взял лук со стрелами, привязал покрепче свои 3саженные лыжи и пошел в лес. Соседи говорят: ты только по его дороге не ходи, не прощает он того, кто по его дороге ходит. И огонь возле его дороги не разводи, не дозволяет он.
И зверя никакого не стреляй, где его дорога. Там он над всем зверьем хозяин. Ты смотри, не ложись на его дороге, он увидит, убьет. Пера всех слушает, а сам думает. Если дорогу лешака стороной обходить, так как же я с ним встречусь? И прямо свернул на дорогу висел лешака. Развел костер нодью и улегся рядом. Лежит, греется, ждет, что будет. Только солнце за лесом скрылось, задул север ветер, рвет с деревьев листву, гнет стволы к земле. Тут и сам висел лешак появился. Ростом с высокую сосну, лицо, что колесо от телеги, бровей нет. «Уходи с моей дороги!» — кричит страшным голосом. «Никуда я не уйду», — говорит пера богатырь. «Мне и здесь неплохо. Не мешай мне, я спать хочу. Не уйдешь добром? Будем тогда с силой меряться. Ты меня осилишь? Твоя дорога. Ты на ней хозяин. Я осилю тебя. За мной дорога останется, и уж не ступать тебе больше по этой дороге». «Что ж, я согласен», — говорит пера. Выдернул лешак молодую березку, обломал с двух концов. «Вот, — говорит, — на этой дубинке будем силу нашу мерить». Уселись они друг против друга, взялись каждый за свой конец и давай тянуть, каждый свою сторону, кто кого потянет. Пера хоть и богатырь, а лешак, конечно, посильнее был. Зато пера похитрее. Он свой поясной ремешок за пень зацепил. Лешак тянет, тянет, а перетянуть перу не может. Уже пень стал трещать, а пера держится. Леший услышал треск и спрашивает: «Что это, пера, у тебя трещит? Может, косточки твои похрустывают?» «Да нет, — пера говорит, — эта сила в меня входит, меня распирает». Испугался лешак. «Да, видать, силен ты, пера, не одолеть не тебя. Ходи по моей дороге сколько хочешь, и зверье, и птица пусть твои будут. А сейчас давай спать, притомился я что-то». «Спать так спать, — говорит пера. Только ведь я сплю так, что от моего храпа земля дрожит. Черный лес шатается, а из ноздрей искры сыплются. Не побоишься ли меня?» — спрашивает леший. «А что мне бояться?» — говорит пера. «Я как дубовая чурка сплю, меня хоть буди, хоть не буди, ничего не слышу. Сбоку на бок не перевернусь». Ну, подбросили они еще веток костер и легли спать. Уснул лешак, и верно, от его храпа искры сыплются, деревья качаются, а пера не спит. Встал, разыскал кряж побольше и положил на то место, где сам лежал, а сверху свой совик меховой накинул. Потом отошел от огня и спрятался за деревом. Лук и стрелы наготове держит. Недолго спал леший. Открыл он один глаз, другой. Видит, лежит, спит пера. Совиком с головой покрылся. Окликнул его лешак, не отвечает. Верно, ведь как чурка спит. Тогда встал лешак, взял свое копье и в огонь сунул. И когда раскалилось оно до красна, размахнулся и вонзил копье в деревянную колоду. «Получай, — говорит, — больше на моей дороге не увижу тебя». «Пойду, — отозвался пера и пустил стрелу прямо в лешию грудь. Зашатался леший, закричал, завыл и бросился бежать. И уж так далеко убежал, что никто его никогда не видел, и людей он больше не тревожил, и другие лешие стали людей остерегаться.